Если придет гибель моего сына из Антилы, ты больше никогда не увидишь моего сына. Вы приехали издалека увидеть тебя. Оказывается, ты обыкновенный, как все. Да что же у меня особенного? Это я убил твоего сына. Закон, гор, гласит. Не будет больше крови на этой земле. Кто это сделает, пусть найдет меня в горах. Не бывать смертям больше. Я отменяю кровную месть. Поворачивайте коттедж в село! Эй! Буба, поправившись, направился в одно из заброшенных сел. Он регулярно приходил сюда. Здесь, перед мечетью, он долго разглядывал камни, узоры в них, как бы пытаясь что-то почитать в них. Это было где-то остатки в душе его детства, или он через них хотел чего-то понимать, мы не узнаем никогда.
этот раз его ждали в селе. Неожиданно к нему навстречу из тумана вышли двое женщин с мальчишкой. Несмотря на смутные времена, они были одеты празднично. А вы кто такие? Спасибо. Это мой единственный сын. Его отец тоже погиб в горах от молнии. Даю его тебе на воспитание. Матери воспитывают мужчин. Его отец назвал твоим именем его. А дед был воином шейх Шамиля. Буба сразу понял, что эта мать хочет, его сын получил мужское крещение, жил рядом с авторитетом, учился, как постоять за себя. Для Бубы это был да более понятен. И каждый знал, что у ребенка надо формировать его характер. И Буба взял его с собой. Ну что, Буба? Буба, а ты не устал? Хорошо, скажи мне. Что ты знаешь о Луне? Бабушка говорила, она двухликая. А что знаешь разницу между верблюдом и абриком? Нет. Тогда ты знаешь, ты вообще задумывался, кебаб играет в нашей жизни что-то? Никогда. Лишнее мясо,
Топтается в огне. Да. Надо учиться, Боба. Мои друзья тебе помогут. Будь самим собой. Буба уже воспринимал все происходящее вокруг как собственную ответственность. И он пытался успеть всюду найти решение и толковать. Жизнь шла своим чередом, страсти кипели не на шутку, и каждый хотел проявить себя по своему уму, разумению. Эй, не нарушай наших законов. Слушай старших! Понял? Hadi sarılacak. Слушай старших! Эй! Я хочу знать, почему не собирается сельская сходка? Сладко собирается для благих дел. Кровь пролить. И за эту кровь надо отвечать. Что ты хочешь с этим сказать, а? Каждый ответит за свои путь. Он тоже должен отвечать. Я понимаю ваше горе и принимаю ваши права. Можно же чем-нибудь другим заплатить за это. Нет. Кровь смывается с кровью. Подойди. Может быть, один из этого рода женится, выйдет за вас, за вашу, а? Нет. Ни одна душа не может заменить моего покойного брата. Ну ладно, они будут платить вам, заплатить будут. Вы что? Хотите, чтобы они откупились за кровь за свои грязные деньги? Успокойся! Успокойся, эй! Я спас твоего деда Исмаила. Как так быстро забыли, братья? Ты должен умереть. Я успокоюсь, когда убью из вашего рода 10, как ты. Пустите его! Пустите меня! Муслим, смотри за кончику ножа! Смотри, смотри за кончику ножа! Отпустите его! Иди! Давай, иди сюда! Вы тоже заплатите, как подобается, по закону этих гор. Ты тоже иди живо, парень. И за себя, и за своего парня. Брось это. Как я понимаю,
Ты из-за брата здесь. Моей пули. Да. Я из-за крови. Из-за своего брата. А ты хотел бы? Он тоже стоял бы здесь. За тебя. И рисковал жизнью. Это его долг. Это закон гор. А Кирибуба один за всех. Знаешь, однажды я тоже стоял на коленях. Да, я стоял на коленях в родном селе, где живет моя любимая, моя мать. Это из-за кров, которого я пролил. Я слышал. Ты убил Ярали. Меня не смогли сломить тюрьмы, судьи, даже император. Я убил много людей. Больше тех, всех стреляя в этих краях. Может быть, я убил твой брат умер от моей пули. Да. Если принимаешь меня за кровника, возьми кинжал. Не бывать смертям больше. Я отменяю кровную месть. Мы должны меняться в новом мире. Придет время, тогда умрешь достойно. Без этого решения Бубу еще пролилось бы много крови, умерло бы много мужчин. А без этих мужчин не создавались бы семьи и не рождались бы еще больше детей. Буба, как человек, умудренный опытом и лишенных многих благ жизни, прекрасно понимал, что означает семья. И он прекрасно осознавал, что именно от семьи исходит один из важнейших заветов, законов гор – вкус жизни. В очередном, 10-м и последнем серии этого фильма я раскрою отношение Бубу к этому благу, как он спасал одну новую семью, семью, которую собирались создать двое молодых, которые из-за коварства денег оказался фактически заброшенный в пропасть. Буба, рискуя всем и вопреки всем ожиданиям, делал все, чтобы спасти их. И этого в народе и по сей день считают главным подвигом Бубу.